Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 23 сентября 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Карта дня у нас шестерка червовая. Что будет помогать, что будет мешать. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы, здоровье и итог дня. Итак, у нас выпадает шестерка червовая. Это очень хороший день, такой день обновления, день улучшения, решения любых вопросов сложных, запутанных каких-то. Причем здесь какое-то может быть резкое такое изменение, какое-то неожиданное событие. Человек, который встретится случайно, новость, которая придет неожиданно. В общем, что-то такое может произойти, чего мы не ждали, что изменит нашу жизнь к лучшему. А также сегодня может быть общее улучшение ситуации, да, вот если особенно были какие-то сложности, проблемы, неясности, вот наконец-то все сегодня разрешается к лучшему, разрушаются препятствия. Хорошее время для того, чтобы, знаете, вот предчувствовать ситуацию, делать правильные выборы. Вот, допустим, перед вами сложная какая-то задача и несколько вариантов. И вот прислушайтесь к себе, ваша интуиция вам подскажет. Хорошее время для того, чтобы организовывать какие-то, может быть, большие мероприятия, общаться с большим количеством людей, может, через интернет кому-то обращаться. Хорошее время для того, чтобы учиться, для того, чтобы какой-то результат большой получить. Вот если, допустим, до этого времени много вкладывались во что-то, да, вот сегодня может быть день результата. Знаете, еще могут сбываться какие-то события, которые вам раньше предсказывали. Хорошо обращаться сегодня к астрологам, тарологам или просто прислушиваться к их словам или обращать внимание на знаки судьбы, на сны. Вот это все очень важно сегодня. Это прям поможет при выборе решения или получить какую-то нужную информацию поможет. Хорошее время для того, чтобы помогать друзьям, принимать помощь от друзей. Подарки могут быть какие-то, помощь, которая бескорыстная, да, не требует отдачи какой-то. Вот, допустим, человек помогает вам, да, и ничего взамен не требует. Вот такой может быть день. И также карта хорошая для того, чтобы усилия какие-то предпринимать в новом направлении, вот в том, что вы никогда не делали еще. Может быть зачатие ребенка, рождение ребенка очень счастливое будет в этот день. Что будет помогать? Туз червовый. Карта говорит о том, что сегодня нужно обязательно прикладывать усилия, нужно напрягаться, нужно думать, нужно сохранять позитив. Хорошее время для каких-то инвестиций, для вложений, для того, чтобы как-то себя в лучшем свете преподать, может быть, на чем-то на своем настоять. В общем, немножко эгоизма такого хорошего не помешает сегодня. Новые планы какие-то, новые надежды. Может быть, знаете, вот встретите сегодня такого человека, вот, не знаю, идеальный друг, идеальный супруг. Ну, вообще человек просто такой, который вот знаете, вот есть у каждого из нас свой, как бы, тип идеального человека, да, вот сегодня как раз вот такие люди могут в нашем кругу появляться. А что будет мешать? Дама пиковая. Будет мешать, как бы, как это лучше выразиться? Ну, говорят, когда мы не используем какие-то возможности, а пользуемся старым чем-то, да, вот эта карта говорит, что не нужно нам сегодня останавливаться на достигнутом, пользоваться только тем, что мы уже заработали, чего добились, да, нужно сегодня именно на новое ориентироваться, новые планы строить, новые цели. Та жизнь, которая была раньше, все, она уже ушла, теперь новое время, новый период приходит, и поэтому будет очень хорошо, если мы будем как-то действовать, не просто ждать, когда к нам что-то придет, да,
а вот действовать и разумом, и физически, да, и в общении с другими людьми, и в саморазвитии. В общем, нужно именно здесь прикладывать усилия. Отношения. Те, кто в поиске партнера, семерка червовая, вот карта наконец-то улучшения, да, вот можно встретить человека для семьи, с которым могут получиться очень хорошая крепкая связь, брак, дети и так далее. Но также может и семья познакомить, в принципе, с этим человеком. Либо, допустим, если вы занимаетесь обучением, саморазвитием на каких-то курсах, или, может быть, допустим, в интернет вы образовываетесь, да, вот те люди, которые вместе с вами слушателями являются, вот среди них можно найти такого человека, себе подходящего, пару создать. Для тех, кто уже в паре. Дама бубновая. Карта говорит о том, что будет сегодня какой-то перекресток в ваших отношениях. Знаете, вот будет несколько вариантов, как поступить, и так сложно сделать выбор. Понимаете, что направо пойдешь, коня потеряешь, да, налево пойдешь, еще там что-то произойдет. То есть у каждого выбора будет своя польза и свой вред. И вот будет очень сложно как-то вот вам в отношениях сегодня разобраться. И знаете, может быть, кто-то вмешивается в дела, вот появляются советчики какие-то, друзья, подруги, мамы, папы и так далее, да, вот и сложно как-то их поставить на место, допустим, и не разрешать вмешиваться, и нельзя им все-таки этого позволять. Вот как-то вот сложный такой может быть период. Плюс, знаете, еще какие-то новые возможности открываются для вашей пары, если, допустим, у вас было... Если вы жили, допустим, в гражданском браке, может быть, захотите зарегистрировать отношения, потому что, допустим, будет хотеться ребенка завести или недвижимость купить, и вы понимаете, что вам для этого необходима регистрация. Или еще какие-то такие ситуации появляются, когда вам нужно статус поменять, как-то по-новому начать что-то делать, может быть, вместе жить, может быть, зарегистрироваться, может быть, еще что-то такое в жизни поменять. Или у одного из партнеров может меняться, естественно, что и на второго влияет. Но в основном здесь у нас ситуации как раз с делами больше связаны, да, с работой, которые влияют на отношения. Не только это вопрос отношений. А для тех, кто в ссоре, десятка пиковая, карта говорит о том, что здесь может быть давление, да, со стороны одного из партнеров. Поэтому вот как на это реагировать, ваш вопрос. Знаете, вот может быть вы в паре зависите от другого, допустим, от его денег, от его положения, там, от квартиры, недвижимости и так далее, да. И вот из-за этого можете пойти на сближение, на прощение и так далее, да. Вот, не знаю, надо ли это делать, это от каждого зависит, да. Вот смотрите, все зависит от вашей ситуации индивидуальной, тут уже, если вам действительно, допустим, там негде жить или еще что-то такое, да, вот, может быть, даже необходимость такая создастся, что какое-то время нужно будет, переждать, да, смотрите сами. Или, может быть, здесь, наоборот, потребуется помощь вашего партнера, и вы воспользуетесь этим моментом для того, чтобы помириться. Это вот с более положительной стороны взгляд. Работа. Для тех, кто в поиске работы, валет пиковый. Либо вы можете найти работу в школе, в детском саду, в каких-то центрах детских. В общем, там, где связано что-то с детьми, там няня, допустим, воспитатель или еще что-то в этом роде, да, либо вы должны будете сегодня сделать выбор, возможно, вам предложат такую работу, в которой вы не мастер, да, может быть, придется подучиться, может быть, придется поменять направление деятельности, или, может быть, вы только научились чему-то, да, и вот сейчас нужно будет это все на практике уже пробовать, и вот немножко такой сложный период. Ничего, тут надо решаться, все получится, просто со временем как опыт появится. Для тех, у кого уже есть работа, девятка пиковая, сегодня может быть такая стабильность, могут быть ситуации, когда вам нужно будет
отстаивать свои права, свои интересы, стоять на своем. А может быть, вы будете сталкиваться с такими людьми, которые очень упрямые, да, это могут быть клиенты или те люди, с которыми вы вместе работаете. В общем, что-то может быть, какая-то ситуация, когда все вот застопорится из-за одного человека, да, или какая-то бумага, допустим, не подписана, или еще что-то такое. Все становится, и никак нет возможности все это продвинуть. Или же здесь у нас может быть просто стабильная ситуация, надежная работа, и вы вот как бы работаете и ни о чем не беспокоитесь, все как всегда, как прежде. Для тех, у кого свое дело, дама червовая. Карта говорит о том, что здесь могут быть у нас перемены. Перемены в плане, может быть, вы меняете деятельность так, чтобы она была более мобильная, да, чтобы вы могли в любой момент, допустим, работать и дома, и в офисе, чтобы вы могли там с клиентами и лично работать, и удаленно, может быть, пересылать какие-то товары им или еще что-то такое. И вы можете решать вот эти вопросы, и вот меняется тут ситуация к лучшему, особенно если раньше было сложно, не получалось, людей нужных не находилось или там не было еще каких-то условий, то сейчас это все улучшается. Ну и опять же, поездки, командировки, переезды, может быть, новые сотрудники приходят, другие уходят. Вот какие-то вот такие подвижки, все время что-то меняется. Финансы. Теперь кто на зарплате, десятка трифовая. Карта говорит о том, что у вас может быть день зарплаты, либо какая-то субсидия, премия, либо какая-то помощь в финансовых делах. Или, может быть, знаете, сделку, допустим, заключили крупную, а вам проценты от этого, да, вот сразу как-то крупной суммой. Так, теперь те, кто своим делом зарабатывает, восьмерка червовая, ну, здесь, скорее всего, будут траты на семью, на близких людей или на дом. То есть, может, знаете, может быть еще так, что будет много каких-то эмоций по поводу денег. Давайте дополнительную карту достанем. Девятка трифовая. Да, может быть, знаете, может быть, будут ситуации, когда, ну, во-первых, много работы, да, и вот думаете, допустим, неужели вот я всю жизнь должен работать, мне некогда подумать о себе, о своих там детях, о семье и так далее, да, что мне ни на что не остается больше времени, только вот работать для зарабатывания денег, да, и вот такое раздражение может подниматься внутри. Или, может быть, вы занимаетесь, там, улучшаете свой профессиональный какой-то навык, да, и тратите на это денежки. Может быть, здесь семейные какие-то вопросы приходится решать. То есть много работаете, и все деньги уходят не на вас, а на семью. И вы можете, допустим, тоже раздражаться по этому поводу. Да, вот денег сколько не заработаю, все время не хватает. Вот такое ощущение может быть. Ну и, конечно же, здесь вопросы репутации могут возникать. То есть напрямую зависит количество денег от того, что о вас думают люди, как вы общаетесь, какое о вас представление у людей, как о профессионале и так далее. Здоровье выпадает туз трифовый. Карта говорит о том, что здоровье, в принципе, ну, как сказать, в обычной своей форме, но если у кого-то есть заболевания сезонные или, может быть, заболевания, которые перешли по наследству, в общем, то, что, знаете, долгое время как-то сидит в организме и изредка себя проявляет, вот может такое быть заболевание. Вот, также требует карта пересмотреть режим дня. Не просто какие-то предпринимать единичные меры для того, чтобы здоровье улучшать, а вот именно систему какую-то выработать, как питаться, чем заниматься, что употреблять как лекарство, допустим, да. В общем, все вот это. И также карта говорит о том, что нужно движение, 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 то есть прям все нужно записать, да, каждый день выполнять и так далее. Вот прям взять на себя какие-то обязательства по своему здоровью.
Если, допустим, болезнь уже запущена, то вот сегодня она как бы развивается, да, если же уже все подходит к завершению, к выздоровлению, то вот наоборот здесь может быть завершение выздоровления. Но все-таки нужно подумать о режиме, о питании. Итог дня, 7 бубновая. Карта говорит о том, что будут сегодня ситуации, которые связаны, ну, в течение дня, да, будут ситуации, которые связаны у нас с какими-то сложностями в плане взаимоотношений, да, вот как-то вот все время будут у нас вопросы возникать, как реагировать на тех людей, которые, может быть, нам неприятны, или на те ситуации, которые нам трудно переносить, или еще что-то вот в этом роде, да. Вот в конце дня у вас будет такое, знаете, вот желание выдохнуть, что фу, наконец-то этот день закончился, да, да, он может быть хороший, да, может быть, я много решил всяких вопросов и многого добился, но как-то уж очень это все утомительно, да, и хочется уже от всего от этого отдохнуть. Вот как-то так вы можете себя чувствовать. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч. И хочу вам напомнить, что если вам нужен мой расклад, обращайтесь ко мне, пожалуйста, через личные сообщения. И ссылки либо под видео, там, где треугольничек, да, нажимаете, открывается информация. Либо я буду еще в комментарии добавлять ссылки для того, чтобы вы мне писали. Потому что в комментариях неудобно общаться, да, там какие-то личные вопросы мы обсуждаем. Поэтому пишите, пожалуйста, в личные сообщения, и мы с вами все обязательно обсудим. Всего вам доброго, до новых встреч.